Сегодня главный государственный праздник – День Республики Татарстан. В этом году праздник двойной. Мы отмечаем столетие ТАССР. Давайте проведем этот день вместе с ТНВ. Вместе с нами вы увидите открытие фестиваля, выставки, концерты, флешмобы и салют в 300 залпов. Это новости Татарстана. В студии Миляуша Кашапова. Этот день объединяет всех татарстанцев, которым дороги ценности патриотизма, трудолюбия, уважения к традициям. С поздравлением к жителям многонационального Татарстана обратился Рустам Минниханов. На протяжении всех лет основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни, подчеркивает президент. Традиционно важным фактором общественного согласия, нашим преимуществом является позитивный характер развития межнациональных и межрелигиозных отношений. Рустам Минниханов отметил, накопленный потенциал дал мощный импульс современному успешному развитию республики. И сейчас она опорный регион страны, занимающий лидерские позиции. Президент республики добавил, в основе наших успехов всегда был и остается созидательный труд всех и каждого. И пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. А в своем инстаграм Рустам Минниханов разместил праздничный видеоролик с названием «С днем рождения, любимая республика». В 3 минуты уместилась вся столетняя история Татарстана. Давайте посмотрим главный фрагмент ролика вместе. Оглянусь назад, как вчера я помню свои 100 лет. Каждый шаг совместный, подъем, еще шаг, расцвет. Аллага шакер. Все 100 лет со мной мой народ. С днем рождения, республика. Только Алга. Вперед! Поздравления Татарстана поступают со всех уголков страны. Какие пожелания республики шлют из Астрахани, Нижнего Новгорода, Питера и Московской области. Давайте вместе их послушаем. От лица всех астраханцев сердечно поздравляю вас и многонациональный Татарстан с торжественной датой – столетием со дня образования республики. Татарстан – это место, куда с удовольствием приезжаешь и с которым сложно прощаться. Древние традиции, новейшие технологии, уникальная культура, современные управленческие практики и, конечно, замечательная кухня. Но самое главное – это люди. Гостеприимные, добрые и отзывчивые. Республика является примером региона, где поддерживаются гармоничные, межнациональные и межконфессиональные отношения. Мы радуемся вашим успехам и длительному успешному сотрудничеству между нашими регионами. Надеемся, что мы продолжим укреплять наше историческое единство и добрые традиции. Для Нижегородской области Татарстан всегда был регионом-другом, с которым нас надежно связывает Великая река Волга. Татарстан входит в первую десятку наших торговых партнеров. Хочу пожелать всем жителям Татарстана здоровья, процветания, благополучия. Пусть регион всегда остается сильным и успешным. С праздником! Уже с утра республика получает подарки. И вот один из них. Сегодня после капитального ремонта в Юдино открывается дворец культуры железнодорожников и молодежный центр «Юлдаш». Здесь ждут президента. И прямо сейчас мы сможем увидеть, как выглядит здание и с каким настроением юдинцы встречают праздник. С нами на прямую связь выходит Салават Мухаммадуллин. Салават, вам слово. Добрый день, доброе утро, Миляуша. Ну, в день рождения республики первыми подарки получают жители Юдина. Специально для этого сюда вот через мгновение должны приехать вице-премьер страны Марат Хуснуллин и президент республики Рустам Минниханов. Возможно, это даже произойдет во время нашего прямого включения. Ну и они посетят в первую очередь вот этот молодежный центр «Юлдаш», который здесь открывается после капитального ремонта. Здесь уже начинают работать 10 спортивных секций. И, наверное, самое интересное – это скалолазание и ниндзя-трасса. Но самое главное открытие сегодня в Юдино – это дворец культуры железнодорожников. Он вошел в прошлом году в список обновления объектов культурного наследия по поручению Рустама Минниханова. Вот уже ровно через год здесь концертный зал на 500 человек. Плюс школа балета, студия для раннего развития, киностудия. Вот так вот на своем 61-м году жизни дворец культуры обретает новую жизнь. И сейчас я предлагаю послушать эмоции и впечатления от сегодняшних открытий местных жителей. Юдино у нас стало, как говорится, супер стало. Здорово, когда что-то открывается. Очень нравится, очень красиво в Юдино, очень преобразилось. Мы вообще не местные, так то мы проездом здесь, но нравится. Для развития молодежи и творчества это очень хорошо.
Ну и вот как раз сейчас подъехал Рустам Миниханов и Марат Хуснуллин. Давайте посмотрим, как их встречают здесь, в Юдино. Сейчас им расскажут о молодежном центре и об обновлении Дворца культуры железнодорожников. Это стало настоящим подарком для местных жителей, где смогут заниматься и дети, и молодежь, и взрослые, и старшее поколение. Ну, здесь мы слышим гудки поездов. Все же мы в Юдино. И открывается Дворец культуры железнодорожников. И еще одно открытие сегодня будет. Это большой фонтан у Дворца культуры. Ну, у меня пока на этом все. Мы продолжаем работу. Передам вам слово, Миляша. Да, спасибо. Я напомню, это был Слават Мухаммадуллин из Юдина. Впрочем, сегодня во всем Татарстане масштабное гуляние, открытие. Обо всем этом мы будем рассказывать в наших спецвыпусках. А пока о праздничной программе в Казани. С утра и до вечера на площадке Дворца водных видов спорта за мяч возьмутся волейболисты. Здесь пройдет республиканский турнир «Татарстан Челлендж». В это же время по соседству в акватории Казанки поднимут паруса участники национального этапа парусной регаты. С утра на берегу озера Кабан фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печем-базары». Фольклорную эстафету в Старо-Татарской Слободе подхватит фестиваль «Казан СЛГС». И с 10 утра в парке Горького ждут детей на праздник «Дети-победители». В 7 вечера здесь же начнет свое представление уличный театр «Легкие крылья». С утра площадь у театра Камала станет местом встречи участников фестиваля «Играй гармонь». В час дня гармонистов здесь сменит рабочая молодежь фестиваля «Наше время Безнен Заман». В 11 утра в Национальной библиотеке начнется вручение премии имени Габдуллы Тукая. Во второй половине дня на ипподроме стартуют заезды конно-спортивного праздника. В то же время в Казанском Кремле заиграет красками фестиваль городской культуры и искусств Таткультфест. Параллельно в парке Крылья Советов будет проходить фестиваль японской культуры. В 5 часов дня в парке Урицкого начнется КВН, финал республиканской юниорской лиги. Ближе к вечеру на Кремлевской набережной развернется этнопроект «Таба». В это же время на другом берегу, у центра семьи Казан, зазвучат первые аккорды концерта в честь Дня города и республики. С 19:30 у Дворца земледельцев заиграет оперный фестиваль «Казанская осень». И по традиции в завершении праздника небо над Казанкой озарит салют, в этом году из 300 залпов. И уже в эти минуты перед театром Камала начинается фестиваль «Играй гармонь». В этом году артисты приготовили всем сюрприз. А вот какой, нам расскажет ведущий ТНВ Фарида Тухватульна. Фарида, расскажите, что сегодня в программе фестиваля, чем же он удивит в этом году? Вам слово. Добрый день, студия, добрый день, любимый Татарстан, с праздником, любимый Татарстан. Уважаемые зрители, мы находимся на площади возле знаменитого Государственного академического театра имени Галяскара Камала. Здесь основная сцена фестиваля «Играй гармонь». Уйнагыз гармоннар. Здесь очень хорошая атмосфера. Участники приехали из 9 регионов нашей страны. Это Республика Башкортостан, Республика Чувашия, ансамбль «Мишары», который уже 20-й раз участвует на этом фестивале. Также есть Челябинская область, Самарская область, из Камышлынского района, из поселка Ермакова, Аккаен ансамбль. Тюменская область, которая уже тоже не первый раз участвует на этом знаменитом фестивале. Также есть Республика Мариэль, ансамбль гуслярей Хазина, очень интересный коллектив. Также Кировская область, ансамбль Куяш, они тоже с хорошим настроением приехали. Вообще у всех настроение праздничное, очень хорошее. Все в национальных костюмах. Часть участников находится здесь, около театра Камала. В эти минуты здесь идет репетиция. С минуты на минуту начнется основная программа. Также проходит параллельно фестиваль «Тугаряк Уян». Она проходит в Слободе, в Старо-Татарской Слободе. В этом году фестиваль, как я уже сказала, проходит 35-й раз. Это знаменитый фестиваль. И также после основной сцены, после основного концертного нашествия, все участники пойдут по улице Баумана. Там также предусмотрены 2 площадки. Они пообщаются с зрителями и поднимутся к Спасской башне. И вот здесь, около Спасской башни, уже будет символическое вручение 100-го гормона. Как вы знаете, к столетию ТССР Министерство культуры с предложением нашего президента подарили всем гармонистам 100 гормонов, и 100-й сегодня найдет своего счастливого обладателя. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи была Фарида Тухватульна.
Удивительный сегодня день. На татарском заговорили медийные персоны. Сергей Брилев приглашает посмотреть свой фильм о Татарстане, а Леонид Слуцкий зовет всех на футбол на чистом татарском языке. Слушаем. Тизден Татарстан 24 каналында ТССР'нин елыгына багышланган фильм «Чихачак Карамайча Каламагыз». Харматле жанатарлар. Сезнещен Кунылдян. Республика Кенехем, Казань, Шахерме Кене, Делан Котлын. Утызынчи август Кене Акбарс Аренага, Рубин Тамбов, Уенина Телегес, без Рубин, безне, тук-татып Булмый. Итак, фильм Сергея Брилева смотрим сегодня на канале «Россия-24» в 14 и 19:00, а футбол начнется в 6 вечера. Это последняя информация нашего выпуска. Уже сейчас наша выездная студия новостей выдвигается в самое сердце Казани. Наши ведущие уже готовятся к эфиру. Все наши праздничные спецвыпуски мы проведем с пирамиды. Вместе увидим праздник и вместе прочувствуем всю атмосферу этого яркого на события дни. В городе работает 3 крупные передвижные телестанции ТНВ. Десятки съемочных групп новостей находятся в эпицентре самых главных событий. Ближайший выпуск новостей уже в 12:00. Ну а я еще раз поздравляю всех с Днем Республики. Не переключайтесь. Эфир ТНВ продолжает праздничный телемарафон. На этом у нас все. Хорошего дня.